Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Хотела это сравнить, это права женщины во времени это Умар ибн Хаттаб и наше время. Во время Умар ибн Хаттаб была женщина защищена 90%. Право было со стороны это женщины 90%, со стороны мужчины 10%. Мужчины не так это не защищали, как сейчас защищают. А сейчас в наше время 90% со стороны мужчины, как защищают, на сторону мужчины, то есть, а 10% на сторону женщины. Вот отличие этого женщины, это наша религия ислам, что во время этого пророка, во время халифата, это Умар ибн Хаттаб, еще его это внук Умара ибн Абдул-Азиз, 90% было это права на сторону этой женщины, 10% на сторону мужчины, потому что мужчина, он опекун женщины, да? Он должен быть самый это лучший в своей семье. А сейчас все они как это говорят, кричат, орут, что женщина такая, женщина должна это уважать мужа, женщина должна слушать мужа, женщина должна успокоить мужа. А про мужчину, вот я сказала, что это сравнивала. А вот мусульманка, которая она истинно живет, всегда, когда бы ни жила во время пророка, во время сподвижника, во время этого халифата, вот сейчас настоящая мусульманка, истинная мусульманка, она знает свои права и знает себе, когда и как защитить. Но их очень мало. А тот момент их было очень много. 90%. А сейчас 10% осталось, которые они защищают, а их голос никто не слышит. Вот мой голос кто слышит? Я вот за женщину стала, да, своей там сестре хотела защитить, своей племяннице. Они мне как уже это угрожают убийство. Вот так защищена сейчас. Пишите, права я или нет. Это я свое мнение это говорю, что сейчас 10% защищается наша женщина, 90% мужчины это. А во время это пророка, во время сподвижника во время халифата 90% женщина была защищена. Всегда в исламе женщина защищена. А сейчас вот, которые, я еще раз повторяю, что которые знают свои права, как я, их мало. А их голос никто не слышит и слушать не хотят. Наоборот, они хотят уничтожать этого человека или убить. Вот меня угрожает убийство. Люди, они знают, ну, сестры, которые истинно знают, но они, как я, публично не могут сказать. Одна моя эта сестра мусульманка говорит: "Ты права, ты это актуальная тема ты затрогала". Они, да, знают, что это затрогала, но они, как я, публично не могут сказать, потому что они где-то у них есть, как это, как сказать, тревожно они или как боится что-то кого-то. А я никого, ничего, кроме Аллаха, не боюсь. Аллах меня создал, Он забирает мою душу, когда хочет и где и как. Никто, у никого душу не может забрать без воли Аллаха. Если моя смерть это по причине моего племянника, он убьет меня, Аллах заберет мою душу. Если не он причина, 100 лет он будет как планировать меня убить. Никак это не может меня убивать. Вот это хотела сказать вам, дорогие подписчики, просмотры. Не забываем лайк, подписаться, поделитесь, пожалуйста, это видео. Такие видео никто вам не говорит. Я результат это все это женщина, когда жила, а сейчас как живет мусульманка. Да.